Празднование 85-летия нефтяной и газовой отрасли в Коми пройдет в Ухте в начале сентября. И главным ретранслятором мероприятия должен стать телеканал «Юрган». Об этом сегодня говорили представители оргкомитета юбилея на первом координационном совещании. Подробности у Максима Васильева. Юбилей нефтяной и газовой отрасли республика вряд ли будет отмечать с грандиозным размахом. Основной упор мероприятий власти сделали на местный колорит. Музыкальную составляющую промышленники готовы отдать, что называется, на откуп республиканским коллективам. В числе остальных проектов музей первой ухтинской нефти, тематические профильные площадки, отдельный специальный телепроект для телеканала «Юрган», который глава республики активно поддержал. Ставим задачу, что «Юрган» должен создать либо передачу, либо цикл передач, которые должны в себя включать, ну вот уже предложение звучало, да, и то, что, соответственно, есть в архивах в области, и созданную именно в рамках 85-летия, так сказать, вот этой даты, где должны быть отражены все, и сегодняшняя картинка, да, работы предприятий, и о передовиках, и о ветеранах и так далее. Помогать организаторам должны все нефтяные и газовые предприятия региона, информационно и финансово. Причем юбилей отрасли по дате совпадает с 30-летием Усинска, главного города нефтяников, в котором уже начали свою подготовку. Сегодня уже целый ряд идей, которые мы будем использовать в этом празднике. Тот же восстановить поселок, там, фантазия романтика, да, там старая добрая бочка и балок. Вот, в общем-то, то, что очень много усинцев начинали именно с этого. Вот. Планируется заложить парк, семейный парк, такой сквер семьи. Вот. Ну, на самом деле очень много мероприятий. В прошлом году день отрасли обошелся в 1,5 миллиона рублей. В нынешнем постараются не выходить за рамки этой суммы. Впрочем, смета торжества еще не готова. Все посчитать организаторы пообещали к началу мая. Максим Васильев, Владимир Шишкунас, телеканал «Юрган», Сыктывкар.